Первым об итогах своей работы отчиталась Гагарская РОВД. Согласно статистике, приведенной его начальником Астамуром Хагуш, в районе за 5 месяцев и 15 дней этого года было совершено 52 преступления, 44 из которых раскрыты. Он также отметил, что в районе уменьшилось количество преступлений в отношении отдыхающих, на 21 меньше в сравнении с прошлым годом. Астамур Хагуш также сообщил об ежедневных профилактических мероприятиях, проводимых сотрудниками отдела по предотвращению преступлений по трассе Бзып-Псоу. Ряд жестких вопросов о работе отдела задал президент Рауль Хаджимба, в частности, по делу о пропавших деньгах Сбербанка и качестве работы участковых милиционеров. Вы мне все обещали одно преступление раскрыть. Оно уже так устарело давно с бородой. По поводу пропавших денег с Сбербанка. Все мне утверждали, что знают практически всех людей, имеющих к этому отношение. Мы так и до сих пор не увидели завершенное действие по аресту этих людей. Или они у вас, как говорится, отправлены в дальние лагеря на отдых, или они здесь у вас под носом ходят. Вы их знаете? В Галском РОВД раскрыли 19 преступлений против 25 совершенных. Эта цифра, кстати, вызвала сомнения у министра Леонида Дзябшба в плане реальности картины количества правонарушений в районе. Начальник УВД по городу Сухум Родик Базба сообщил, что из всех зарегистрированных преступлений 40 сотрудники городдела раскрыли, 20 не сумели. В их числе такие резонансные дела, как взрыв машины на площади Багапша, поджог авто экс-премьера Будба, разбойное нападение на отдыхающего. В работе Гудаутского РОВД не раскрытыми остались дела по сносу исторического памятника архитектуры, поджог детского сада. Начальник Очимчирского РОВД Денис Цвижба сообщил, что под круглосуточную охрану взяты туристические объекты. В этой связи министр Дзябшба напомнил о необходимости обеспечить связью всех сотрудников различных отделов МВД. В Гульрипше было совершено 19 преступлений, из них 17 раскрыто. В прошлом году, соответственно, было 25 на 19. В числе нераскрытых похищение гражданина Кучуберия, а также убийство в СИЗО. Из последнего раскрытого определена личность матери подброшенного ребенка. В отделении РОВД Сухумского района остро стоит нехватка транспорта. 3 вместо прежних 8. Министр обещал машину только к середине лета. Подвел итоги работы МВД за отчетный период замминистра внутренних дел. Он отметил, что хотя показатели отмечают рост раскрываемости по всем видам преступлений, в МВД не обольщаются. Министр внутренних дел Леонид Дзябшба в своем выступлении сделал акценты на проблеме регистрации преступлений, обмена паспортов перед референдумом. Секретарь Совбеза Мухаммед Килба также обратился к руководителям паспортно-визовой службы и РУВД Галского района с тем, чтобы у граждан там проживающих были все возможности решать свои бытовые проблемы. Работу коллегии завершило выступление президента Рауля Хаджимба. Он отметил успехи в работе МВД, но в то же время обратил внимание и на проблемы. В частности, также затронул вопросы регистрации преступлений, агентурной работы, деятельности ГАИ. Просил бы, и это было мое личное указание, вот едут значительное количество автотранспортных средств с территории Российской Федерации. Перестаньте проверять машины, если нет на то оснований, не только российские, но и абхазские машины. Если нет оснований останавливать машины, если он что-то не нарушил, за что вы их дергаете, за что вы их терзаете? Или просто проверка. Если какая-то ситуация с побегом, с какими-то там, действительно необходимыми оперативными действиями, тогда есть возможность сплошной проверки. Но едут люди, я видел это сам своими глазами, не единожды. Я даю соответствующие указания, все равно эти указания не выполняются. Я понимаю, что ГАИ должно работать, но не в каждом кусте они должны стоять. Хватит уже этим заниматься. Президент коснулся и задач МВД в свете готовящегося референдума. Я хотел бы, чтобы вы все поняли, что задача МВД – обеспечить соответствующий порядок при проведении этого референдума. Никаких других задач никто вам не ставит и не может поставить. У каждого нашего гражданина, в том числе и у вас, кто носит форму, есть право принять участие в этом процессе и определиться за ту или иную позицию. Или вообще не прийти. Это ваше дело. Я никого насильно на эти мероприятия не собираюсь выводить. И не собираюсь никому потворствовать в том, чтобы этот процесс таким образом шел, как предлагают некоторые. Они говорят о том, что власть нарушает. А где, каким образом расписано, в каких законах, что можно создавать штабы по референдуму? Интересно мне знать. На каком основании все это делается? И по вопросам, которые сейчас очень
активно муссируется в интернет-сообществе, в средствах массовой информации по поводу высказываний министра, то хочу заметить сразу, что и с той, и с этой стороны никому не стоит накалять обстановку. Право на проведение референдума дано, и искать поводы и причины для того, чтобы сломать его, я никому не позволю уже. Референдум будет, и будет он проведен. А там как сложится. В завершение глава государства призвал сотрудников правоохранительных органов активнее включаться в работу по предотвращению и раскрытию преступлений, отметив, что чистота работы МВД – показатель состояния всего общества. Белла Кварча, Беслан Джинджоли, Тимур Гугохия, Абхазское телевидение.